С удивлением узнал, что якутский фильм «Жар птица» победил на Московском кинофестивале, а в советские времена даже не было киностудии в Якутии. Скажите, почему было принято решение о создании киностудии, какие у нее теперь планы, что в перспективах, какие фильмы планируется снимать? Вообще, народы, которые проживают на территории нашей республики, Якутии, в Якутии, они очень талантливы, они очень целеустремленны. Я всем своим коллегам, тем, кто интересуется жизнью Якутии, всегда объясняю, вообще Якутия сама по себе очень уникальная территория. На первый взгляд здесь что-то развивать очень сложно. Это, по представлению многих, это круглый год зима, по представлению многих, это территория, которая как бы забытая, нету дорог, огромная территория. Но, с другой стороны, мы доказали своей жизнью, своим творчеством, своими подходами, что этот народ очень талантливый. Талантливый во всем. Поэтому сегодня уже никто не удивляется, если мы в спорте, там, вот то, что мы говорили сейчас в интеллектуальном плане, в культурном плане, что-то достигаем, уже становится как бы закономерностью. Но это, конечно, достигается большим трудом, большими моральными, материальными, душевными вложениями. И, конечно, вот то, что наши ребята создали такой пласт фильмов, которые начали конкурировать на мировом уровне. А в чем причина? Конечно, в советское время говорить о том, что здесь можно было создать какую-то студию кинофильма, по производству кинофильма, производить кинофильмы, когда существовали такие монополисты, как Мосфильм, там, Ленфильм или другие в советское время такие ведущие кинокомпании, то представлять такие вещи было очень сложно. Но вот в 90-м году, еще в советское время, наш тогда талантливый режиссер Романов предложил создать киностудию «Северфильм» вначале на общественных основах, на творческом желании. И эта работа вот в 90-м году была как бы заложена. А потом в 92-м году, когда мы уже создавали новую Якутию, новые процессы пошли, то был создан уже государственная компания «Сахафильм». Вот с того момента произведено у нас через эту компанию около 150 фильмов. Разного уровня, разного калибра, с разным качеством, с разным восприятием телезрителей, но начали наши ребята очень творчески подходить и заниматься этими делами. Хотя говорить о том, что государственная политика была, она очень жесткая, она все поддерживала, говорить достаточно сложно, потому что вся эта работа, которая вот происходит сегодня и вчера происходила, она основана больше всего на творческом таком желании наших режиссеров, наших артистов, наших производителей кинофильмов. Они, большинство поддерживаются не государством, а именно частными лицами, предприятиями, за счет спонсорства, за счет определенного интереса со стороны жителей республики. Поэтому здесь говорить о том, что государство все время вкладывает и много поддерживает, говорить было бы нескромно, конечно. Поэтому то, что сегодня происходит вот по производству кинофильмов, это прежде всего заслуга тех ребят, которые вкладывают свои творческие мысли, инициативы. Это и есть результат той работы, которую наши ребята вот за все эти более 20 лет занимались производством фильмов. Мы знаем, что многие фильмы добивались различных успехов на различных фестивалях, конкурсах и так далее, там, становились лауреатами, удостаивались премий и так далее.
Но, конечно, апогеем является то, что «Царь птицы» в этом году на 40-м Московском кинофестивале получает гран-при. Вот это тот уровень, который достиг якутский кинематограф.